Это величайший маркетинговый обман. Нам говорят, что миллиарды не могут прожить и дня без Кока-Колы. Но она чрезвычайно вредна для организма. Баночка с концентрированным кукурузным сиропом. Вот сколько сахара вы потребляете, выпивая всего одну баночку прохладительного напитка. Это искуснейшая уловка гениального, но крайне безответственного маркетинга. Это, что называется, отвратительно прекрасный продукт, в котором никто не нуждается и о котором все бы давно забыли. Но вот она, Кока-Кола, у всех на слуху. Какая польза от Кока-Колы для организма? Это Джеймс Квинси, генеральный директор Кока-Колы, в интервью с Джереми Паксменом. В ней содержится сахар, который является источником энергии. Необходим ли он? Нет. Сахар – это наркотик. По данным ООН, взрослый человек должен употреблять не более 25 граммов сахара в день. Всего в одной банке Кока-Колы сахара намного больше. Согласно последним исследованиям, сахар вызывает большее привыкание, чем кокаин. Он наносит серьезный вред организму, приводит к ожирению и диабету, а также снижает ваш уровень энергии. Он оказывает влияние на мышление, память и работоспособность. Сахар – одно из самых опасных веществ, которое попадает в ваш организм искусственным путем. Вы только посмотрите, 23 пакетика сахара в одном стакане. Это почти 70 граммов сахара. А в этом 44 пакетика сахара. 44! Это 140 граммов сахара. Порцию, которую ООН рекомендует потреблять за неделю, вы помещаете в свой организм за время просмотра одного фильма. Но в Кока-Коле Zero нет сахара. Чтобы сохранить вкус напитка без сахара, в него добавляют искусственные подсластители. Но известно, что искусственные подсластители дорого обходятся нашему организму. В нашем кишечнике находятся триллионы бактерий, которые регулируют метаболизм и эмоциональный фон. Они залог здоровья и нормальной работы организма. А искусственные подсластители их убивают. Диетическая кола на самом деле вреднее обычной с кучей сахара. Вы согласны, что внесли свой вклад в эпидемию ожирения? Да, будучи поставщиком калорий в рацион британцев, несомненно. Чтобы остановить ожирение, мы должны действовать сообща, не забывая о том, что на счету все калории. Поговорим о калориях. 200 калорий брокколи или 200 калорий колы? Как думаете, что лучше? Не все калории одинаковы. Помните, каждый раз, когда в дискуссии поднимается вопрос калорий, вас пытаются отвлечь от того факта, что Кока-Кола опасна. Чем больше вы думаете, калории — это просто калории, тем больше думаете, что надо есть меньше и заниматься больше. Но это не так. Так поступает Nestlé, так делает Кока-Кола. Они заставляют вас чувствовать себя виноватыми, говоря, если хотите оставаться здоровыми, просто занимайтесь спортом. Они пытаются ассоциировать себя со здоровьем. Но согласно современным исследованиям, ваша форма на 80-90% зависит не от физической активности, а от того, что вы едите. Вот почему мы уделяем так много внимания распространению этой информации. Мы не пытаемся скрыть правду о том, что входит в состав классической Кока-Колы. Вы как раз скрываете это. Мы говорим об этом в рекламе. Это ложь. В рекламе этого нет. Реклама Кока-Колы апеллирует к эмоциям, к чувствам. В ней нет логики и понимания принципов здоровья. И все ради того, чтобы вы пили эту дрянь. Вся реклама Кока-Колы строится на соблазнении и промывке мозгов, от характерного шипящего звука при открывании банки и когда вы наливаете напиток в стакан, до основных цветов их упаковки. Кока-Кола сознательно использует эмоциональный маркетинг, чтобы скрыть тот факт, что они успешно промыли мозги миллиардам людей, заставив их добровольно употреблять опасный продукт. Гендиректор Кока-Колы Роберто Гойзуэта как-то сказал подчиненным: «Мы конкурируем не с другими колами, мы конкурируем с водой». Мне хочется пить как в холодную погоду, так и в жаркую. Когда мне хочется пить, я думаю только о Кока-Коле. Оливер, кажется, ты пытаешься мне что-то продать. Пожалуйста, не будьте равнодушны. Позаботьтесь о здоровье своих близких. Поделитесь этим видео. Вы можете менять монтаж.
перевести на любой язык, загрузить на свой канал YouTube, Facebook или Instagram. Пусть все узнают об этом.